нефсемет майнам, бар юнел кит тәңреңә. Дилем мин булырга инсаны гали, дили күңелем тагали бит тавали. Күңел берлән сөям бәхетен татарның. Сегодня здесь звучат стихи Тукая и стихи о Тукае. В день смерти великого поэта у его могилы на Новотатарском кладбище собирается вся татарская интеллигенция, чтобы почтить его память. Поминальная молитва, слова признания и гордости. Могила Тукая сегодня утопает в цветах. Тукай для меня это маяк. Всегда он впереди нас, мы всегда стремимся к нему, к ее творчеству. Для меня он везде вот здесь. Он нас вырастил как лауреат Тукайской премии деревенских мальчиков. Он вырастил плеяду писателей народных, поэтов, артистов народных. Именем Тукая они выросли. Сегодня 108 лет, как не стало поэта. И спустя век его поэзия и проза продолжают вдохновлять известных авторов и открывать новые имена. Вот работы молодых художников на выставке в литературном музее имени Тукая. Тукай вообще повлиял на каждого татарина, и вообще не только татарина, да? На всех, кто как-либо связан с татарской культурой. Для меня явился таким примером, когда независимо от обстоятельств он был, скажем, тверд, и его творчество не угасало. Тукай не переставал творить даже в последние дни жизни. Он писал, редактировал, составлял сборники. Свои последние 36 дней жизни Тукай проводит именно в этом здании. Это сейчас здесь Минздрав, а в начале 20 века это известная Клячкинская больница. Ее основатель и врач Григорий Клячкин сыграл важную роль в судьбе поэта. Об этом на специальной лекции рассказывает Марина Подольская. Она вот уже 15 лет изучает последние дни жизни Тукая. Тогда больного туберкулезом поэта не могла принять ни одна больница. Рискуя своим местом, его взялся лечить Григорий Клячкин. Стационар не предназначался для инфекционных больных, могли лишить лицензии. Но врач предоставил поэту одну из лучших палат и лечил бесплатно. Григорий Абрамович был на похоронах, и он всегда это рассказывал. И он всегда говорил, что это встреча с этим мальчиком, который уже за чертой жизни, по сути, был. 38 килограмм он весил, когда пришел в клинику Клячкина, туберкулезный, умирающий. Вот что эта встреча была одной из самых главных в его жизни. Тукай умирает в 20 часов 15 минут в Клячкинской больнице. Отсюда же поэта проводили в последний путь на Новотатарское кладбище. В похоронной процессии было больше 10 тысяч человек. В этот день в Казани был траур. Отменили занятия в медресе, не работали фабрики и заводы. Всю неделю редакции газет публиковали письма и телеграммы, сочувствия из разных уголков страны. И спустя век этот день – день памяти и скорби его народа. Вероника Гайнудинова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.